Добрый вечер, уважаемые мои друзья, подписчики. Мы сделали а, короткий эфир в Инстаграм. К сожалению, наш брат Ибрагим сегодня отсутствует. Видать, он отключился после рабочей тяжелой обстановки, после рабочих будней, так сказать. Зашел посмотреть, кто есть, кого нету, заодно ответить на ряд вопросов, которые, если у вас есть, если возникнут, отвечу вам на них. Заодно прокомментирую ваши вопросы, которые вы написали под последними видео, по крайней мере, на некоторые. А, Если, конечно, кто-то дружит с головой, с логикой, как говорится. Сегодня такое внеочередное, такое незапланированное видео. Прошу меня простить, я немножко температурю заболел. Вот поэтому хотел, если будут вопросы, ответить. А, Начну сразу, как говорится, с самого такого важного, не скажу, но отвечу на вопрос. Некоторые подписчики, особенно представители нашего народа, написали, а что за удивленное такое там видео, удивительно там, весь удивленный рассказывает и так далее. Там. Уважаемые друзья, мои подписчики, доброжелатели и не очень доброжелатели. Удивления нет, просто манера вести эфиры у меня такая. Это раз. Во-вторых, я удивлен был, что на одной из башен, только одной башне, в одном месте найдено 9, без малого 9 петроглифов. Много ли вы можете показать башен, на которых сразу на одной башне, чтобы было так много петроглифов? Конечно же, для меня, человека, который занимается там, грубо говоря, исследовательской работой, это не так просто. Для меня это все ново. Да, я видел на башенных комплексах петроглифы, там, один, два, там, три, вне всякого сомнения, бывает такое. Четыре, может быть. Но чтобы на одном месте почти что 8 или 9 петроглифов, да и башня очень хорошо сохранилась, и плюс она на территории Нохчичу. Хотя мне некоторые нарнийцы, которые зашли сюда в YouTube, пишут, что один из нарнийцев, по крайней мере, пишет, что это, оказывается, пришли и строили там эти башни, строили там соседи. Удивительно только одно, почему-то не зададутся вопросом, почему на территории Чечни только они строили в основном башни. Потому что вся Чеченская республика, начиная от Чеберлоя и заканчивая Галанчожским районом, усыпана просто-напросто этими башнями, как боевыми, полубоевыми, жилыми, солнечные могилы, захоронения. Это все делали, если ваши, когда они успели строить их у вас. Очень странно. И, ну, честно сказать, я видел, делал сравнительный анализ даже по фотографиям. Но это как земля и небо. Абсолютно разная камень, обработка камня. Причем шаройские, допустим, башни, которые вообще не граничат, валикум ассалам, которые не граничат с Ингушетией, там точно такие же идентичные башни и жилые, и боевые, и полубоевые, такие же, как и в Итум-Калинском районе, такие же, как и а, в Галанчожском районе. Плюс, не забывайте, когда вопрос затрагивался о башенных комплексах, я усторожил Шаройского района, даже одно селение Шихарой, задавал вопросы, спрашивал, строили ли хоть одну башню, строили ли в Шарое ингуши или сюли.
Ни Сюли, ни Ингушейс, по словам этого старейшины, никогда не строили ни одну башню. По крайней мере, в Шихарое, которая находится столько башенных комплексов жилых, я уж не говорю там, о других, огромное количество. Ни одна из этих башен не была построена ни ингушами, ни Сюли. Вот. Поэтому рассказывать о том, что якобы Галанчош был ваш, акинцы были ваши, да не были никогда акинцы вашими. Лам-Экка — это часть Нохчи народа. Это вне всякого сомнения. По всей территории, большинство процентов, 60, если не 70, проживают на территории Чечни. 20% проживает на территории Ауха. И только процентов 10 максимум проживает на территории Ингушетии. И нету ни одного доказательства, что они были, да и никогда и не было. Единственное, к чему прикапываются, вечно начинают говорить, якобы мы говорим на одном диалекте. Вот что вы можете сказать. Но этот диалект есть и у арстхойцев, немножко похожий у мелхостинцев. Ну и что? У чеченского языка, у ногчего языка зафиксировано 7 диалектов, 10 говоров. И это все является одним языком. Другой нордейский дебил зашел и начинает там мне писать, причем с левой аватарки начинает писать о том, что якобы там какие-то чачаны жили внизу реки Аргон и так далее. Послушайте, ну я не хочу переходить на личности, не хочу там говорить что-либо, но вы должны понимать, вот эти мифы, касаемые, башлам их просто, касаемо о том, что чачаны и так далее и тому подобное. Ну, вы знаете, я, поскольку человек, который очень мирный, не люблю я ни склоки, ни ссоры ни с кем. Но это не потому, что я не могу перейти на крайности или назвать вас там, допустим, если вы назовете чеченами, могу назвать там тоже вас так, как записывали ваши ученые, начиная от Яковлева, заканчивая Дахкильговым или так далее и тому подобное. Но зачем это делать? Вот. Ни один из Акинский тейп, Лам Акинский тейп, один из древнейших тейпов Нохчи народа. Ну как, ну, я не хочу просто делать сравнительный анализ. Есть ваши старейшины, которые говорят, что они всю жизнь воевали. Но как так? Я не могу понять. Там достаточно моментов, которые есть, да, ислам приняли намного раньше. Да, ну и ряд много чего я могу сказать. Акинские башни, вы хотите, ну, там один написал мне, что Акинский Лам, Акинские башни тоже строили мы. Но как вы успели, я не знаю, Лам Аки башни выстроили, Тироевцам башни выстроили. Дальше идем, Шатоевские башни выстроили, Шароевские башни выстроили, Чеберлоевские башни выстроили. Нашхоевские башни выстроили. У вас время хоть было на жизнь личную, на что-либо? Вы же не были рабами, я не знаю, ну это же неправильно. Что за ерунда? С учетом того, что ученые, такие как Чехкиев, четко написал, какие башенные комплексы и где. В советском периоде, вообще советская история написана, где их больше. Там, ну, посмотрите, земля и небо. На короткое время, на 4 года там Акинская часть перешла к вам, все. Ну, 90% карты фейковые ваши. Ну, вы же знаете, скинули карту, якобы карта говорит, вот такая была наша земля, и показывают вот эту карту Мусы Зурабову. Ну как? Как? Как эта карта может быть оригинальной, если там написано 1853 год? В 1953 году вообще не было такого округа даже.
И вместо того, чтобы им задать такие конкретные вопросы под моими последними видео, мне некоторые ночи там заходят и говорят: «Матьяц Сагина». Я видел башни. Не надо пытаться осуждать. Вы даже не знаете, сколько их еще у меня. Очень много еще видео, еще, ну, я не знаю, честно сказать. Задавайте вопросы нужные, правильные задавайте вопросы. Я же никого не задеваю. Ну, есть люди шутят, без шутки никак не бывает. Но я ни один раз не сказал, не упомянул никого в этих видео. Ну, про кражу, которую приписывали, вот этот пошутил еще с Юни, все. Зачем? Если говорить по душам, если говорить правду, если вы хотите прямо, чтобы аж пошла вот такая рубка, ну, с кем вы можете соперничать? С кем? С Галай? Галай намного старше Таиб. С Эккой? Эккой намного старше Таиб. Даже Варандуай намного старше, чем вы. Я про норнийцев говорю. Заходит Чачан, Чачан. Ну, что же вы так прикопались к этому слову? Так вам не нравится это слово? Да, я никогда за это слово в принципе не держал. Этих чачанов знает весь мир. Этих чачанов уважает весь мир. Если бы они были хотя бы наполовину такими, как вы говорите, пантошлепами, или воровали бы соседей, или бы захватывали чужие земли, весь мир бы об этом знал. Но весь мир знает иначе чеченцев. А версии Чачан, который вы говорите, этот промежуток времени, это, блин, первая половина 19 века. Первая половина 19 века. А Бяхмобилов. Да, с интернетом что? Вот. А, Поэтому на чем я остановился? Целуш, дить, целуш. Валикум ассалам. Шуна. Так, вот. Так что, если у вас есть какие-то конкретные вопросы по, а, я не знаю, по истории, по башням, м, что вы хотите узнать, то и можете спросить. Ну, я думаю, что там еще часть видео у меня еще есть, я загружу, посмотрите, есть там еще. Не буду забегать вперед, но в любом случае, может, для тех, кому понравится, понравится. Я знаю, что многие люди мне пишут, благодарят. Очень много людей, которые хотели участвовать в этой акции. Очень хорошее, доброе дело. Вот. Не обращайте внимания на них, на норнийцев, которые там. Да, про чечен, которые. Так вот, якобы появились от
Аварцев Бош, вот эту ерунду, которую рассказывает. Это время, чтобы вы знали, речь идет о 1810 или 813 годах. Я обязательно найду этот документ, чтобы вы знали. э, Аварцев и не было никогда на этой территории, когда первое упоминание, даже нравится мне это, не нравится мне это, первое упоминание чеченцев, которое было 1658 год. 58 даже начался. Не 58. 1698 год. 98-95. То есть конец 17 века. Понимаете? А это время, вы знаете, да, в 1722, когда прибыл Петр I, чеченцы жили до Каспийского. И нам задонатил брат Асламбек. Асламбек дал дуква хуэл, асаду, дал сейдуэл. До 1722 году, когда прибыли, чеченцы жили междуречье Терека и Сулака до самого Каспийского моря. Вот. О каких-то могущественных. Да и плюс ко всему, вы знаете, что самое интересное? Ну, понятно, что горшок красный и так далее и тому подобное. Идиоты могут нести такую чушь. Но люди же должны знать, если на этой территории династия, одна династия, две династии, три династии управляли, должны остаться могилы, должна остаться архитектура, какие-то культурные строения. Что-то должно остаться от них. Или они просто поставили палатки рядом с Чечен-аулом. Нет, на поляне они поставили палатки. Рядом появилось селение Чечен-аул. Они жили в домах, а они жили рядом в палатках, и не было ничего такого. Это что за идиотизм? Ну, это глупость. Там же говорится четко, что они когда пришли к реке Сунжи, к реке Аргун, этой области, что терские казаки погнались за ними, убили нескольких. Этот аварский хан убежал, поселился под Кизляром, год прожил там, попросил потом прошения, вот это прошение: «О, великий падишах, прошу мне пожаловать эту землю». Там же все написано, чтобы эти земли были даны ему. Это официальный документ. Если бы на этой местности были бы какие-либо владения, и русские пришли бы эти места завоевывать, они бы зафиксировали, что в этой местности находился такой-то князь, там такой-то Нуцал, Шамхал, Хунцал, Муцал, Сюйлибай, Кидек. Они бы любого человека бы записали бы, что мы там порубили его, там завоевали, и это после этого стало нашим. Потому что в то время фиксировалось все. Но ничего подобного нету. Ни больше, ни меньше. Что еще можно? Ну, я понимаю, видать, у кого-то комплекс неполноценности, вот он и пытается приписать кого угодно. Ладно, к нам приписывают, но потом сами идут к этим же Сюле, потом начинают им, извините меня, все, что можно там вылизывать, говорят, таких, как вы, нету, гори вожи бож. Хотя прекрасно знают, что наши ауховцы до сих пор не могут вернуться к себе домой. 2600 домов из 3000 с лишним домов вернули за все это время возвращения, в которое принят закон о реабилитации, вернули 60 домов. Из них частично, в основном, выкупили сами. Это непростые цифры, это огромное количество людей. Эти люди в надеждах, в мечтах, многие умерли, эти старейшины.
Потому что это их. Они там проживают, блин, 100, 200, 300, 500, тысячи лет. Хотя одни нордийцы помогают другим нордийцам говорить, что якобы они появились чуть ли не во время Шамиля. Что за ерунда? А другие нордийцы ходят, выбивают там надпись, портят, где находят старые могильные плиты. Разве так себя ведут мусульмане? Это же есть эти разговоры, есть. Хотя, ты знаете, я не удивлен, потому что вон сняли, братья Адыги сняли видео, тоже как их старые кладбища кто-то тоже уничтожает. Вообще не удивлен я. Вот. Поэтому яблоко от яблони, можно сказать. Живите, работайте, размножайтесь, делайте все, что хотите, но делайте это в рамках, я не знаю, какого-то культурного, я не знаю, своих землях. Написал о том, что там приглашали их, недовольны. Что их не было, тоже недовольны. Были, да, за Сулаком, за Хуайхой там был, и Сарир был, и свои ханства были, все остальное. Мне это не касается, это ваша история. Эти вообще только сейчас, как говорится. Не знаю, зачем там бычиться, писать ерунду. Вот здесь вот сегодня, вот сейчас я в эфир вышел, задавайте свои вопросы, свои писульки. Я записал, я говорю, ко всем, кто к нам хорошо относится, братья там адыги, все остальных я назвал. В конце сказал, что там братьев адыгов, братьев осетин сказал. И начали писать, ты, наверное, их брат. Вожу язваш. Никогда мы братья не были. Да что вы ерунду несете? Вы что, не знаете, что среди осетин есть мусульмане, что ли? Они мне и по вере братья. А Дударовы и все остальные, которые там, вы же знаете эту историю. Если эти представители среди Астины есть, которые любят, уважают наш народ, или адыги уважают, или лезгины уважают, или кумыки, я всем, кто нас любит, сказал и перечислил. А часть своего народа, который вы говорите, который говорите, что это часть нашего, если это часть нашего народа, я не должен никого отделять от нас. Но вы все-таки вас, альхамдулillah. Поэтому посмотрите, зайдите, посмотрите последний ролик. Там залезли, рассказывают какую-то ересь, блин. Наши башни, Галанчош был нас, вы ниже Хуниада не были. Но если так, если на то пошло, у меня тоже есть ссылки на то, что кто-то с нижней части, приблизительно с части, там, не знаю, нижней части Аргунского ущелья переселился в Асиновское ущелье. У меня тоже есть это. Причем это то, что я говорю, имеет конкретные ссылки, и кто это написал, и когда это написал. А вы выдумываете какие-то. Зачем? Я понимаю, что вы такие же бузуртанчики. Я понимаю, это ваша фишка, да Бог с вами. Но идите к нему на канал, и там пишите свои кляузы свои. Но с чего это вдруг Нашха, которая всю жизнь была исконной землей всех но имеется в виду, вот я непосредственно всех ичкеринских земель, все вышли оттуда. Вот. С чего это вдруг? Такие же башни, такая же структура, фактически такой же камень, такая же булыжники, построены в Шаройском районе. А Шаройский район никогда не граничил с Ингушетией. Он граничит с Дагестаном и с Грузией. Точнее, да, Чаберлой, Дагестан, Дидойцы, кажется. Дидой, Грузия. А с другой стороны, он граничит с Этумкали
И все. Там башни такие же. Начал красный горшок, ему его подстрекатели, его шестерки начали говорить: гуняды аварский стиль гунян. Да зашел я, начал искать, где же это, какой это стиль. Честно скажу, никакого подобного стиля я не нашел. Честно, не в обиду. У меня нету никаких проблем ни с кем из соседей. Валлахи нету. Я ко всем отношусь хорошо. Но когда лезут к нам в историю или ко мне домой и будут рассказывать мне мою историю о моей родине, Валлахи, биллахи, таллахи, он может быть 10 раз сюли, он может быть 10 раз ингуш, грузин, да хоть папа римский. Валлах дүйстірдас, про свою историю, про свою родину. Каждый пускай занимается своей родиной, своей историей, своей географией. Хорошие взаимоотношения, поддержка была, давайте говорить об этом. Хотите дружить, давайте. Но кияхцах есть. Явно зная, что в 2009 году одни напортачили, другие, которые знают, после депортации не возвращают, ни район не возвращают, ни дома не возвращают. И те, и другие еще сейчас пытаются в чем-то обвинить нас. Я уже не говорю про остальные инциденты, там что произошло там между блогером, там, спортсменом и так далее и тому подобное. Я вот в эти вещи вообще как бы... Каждый показывает свою сущность. Но сун саамду сун абяхкин. Муатхуй, шуняд, ишт буй, хош вушт буй бош, и камир шмади. Не надо вести такие разговоры. Шениш боишь сахальш. Цадыкниш хольшу иш. Цахунядин аху олыш. Ну так не бывает. Вы уж определитесь, господа хорошие. Начинают рассказывать в горной части, снимать видео, показывать. Вы там, а что ты так удивлен? Ну, а что же ты мне пишешь такое? Может быть, ты поехал бы сам, исследовал, показал бы эти петроглифы, полазил бы, там, не знаю, среди этих шиповников, везде. Сделай доброе дело, занимайся этим же. Надо противостоять. Нейтралитет занимаешь. Какой нейтралитет? С кем нейтралитет? Никакого нейтралитета нету. Я занимал и буду занимать всегда сторону своего ногчи народа. Своей истории, своей географии. Я никакой нейтралитет ни с кем не занимаю. И не собираюсь. Вот. Нейтралитет там. Да и что? Я не знаю, честно сказать. Что бы ни было, как бы ни было, у нас очень много интересного. Очень много чем можно показать. Я был безмерно... Я не про это пошел. Я был безмерно рад и проекту, и мечта была поехать. Ваша, когда нету своей истории или не о чем рассказывать, то надо же хоть что-то говорить. Да, да, честно сказать, Валлахи, я знаю, что вы знаете прекрасно мое отношение. Нет даже никаких нейтралитета нету. Почему должен быть у меня нейтралитет? Нейтралитет. Я, да, машан хвату цеезер, но бить из-под тишка это тем более гостя. Гость является священным, ему можно объяснить, какой бы он там ни был, плохой, хороший, можно объяснить. Если дерзкий даже, можно опустить человека на землю. Я не про это говорю. Поэтому надо немножко, не знаю, может быть, не все же историки. Да, спортсмены не сильно больно бывают многие, которые
хотят знать свою историю и так далее. Там. Да, многое сущность, конечно, выплыла. Комментарии были, конечно, бомбические со всех сторон особенно. Многое увидел, многое... Ну, что-то новое для себя абсолютно. Старые раны, старые болячки, все стало. Ну, альхамдулиллах, сегодня я уже смотрю, все пошло на спад, там, уходит никуда. Вот. Я много раз говорил, первый раз я вообще упомянул Тамаева, когда он провел акцию в Грозном. Это было года 2 тому назад. Мне это очень сильно не понравилось. Я это сказал, что это недопустимо, это не центральная Россия, это все-таки своеобразная часть нашей Родины. Многие мне говорили, что надо связаться с ним, там, чтобы подписчиков потянуть и так далее. Там. Я никогда ему не писал, никогда ничего там не говорил. Но я знаю, что возможности, когда у тебя есть, надо их использовать во благо своего народа. Если ты не используешь, сегодня мне сильно переживать за него, ну, смысл. Да, больно, да, обидно, да, все это, сопереживание есть, вне всякого сомнения, есть сопереживание. Ну, удивило ли это меня? Абсолютно не удивило. Абсолютно не удивило. Чтобы топить за кого-то до конца, там, грубо говоря. Но ты должен хоть что-то сделать для своей истории, своей, не знаю, культуры, традиций, что угодно. Что угодно для себя. В тяжелые моменты в тяжелые моменты с нашей жизни я, конечно же, каким-то странным образом некоторые люди ведут. Написали, ты не скажешь, ты твое мнение, мое мнение. Мое мнение ясно всем. И я это повторяюсь и говорю. Мое мнение единство нашего народа. И если человек прикладывает усилия для того, чтобы что-то сделать для нас, альхамдулилlah, до конца будем с этим человеком. А если нет, ну, тогда извините. Вот. Надо вести себя достойно. Я имею в виду, да, маршал Дуэлсун, я не радуюсь нисколько. Сам, наверное, ну, может быть, я не знаю, вроде не глупый парень. Ну, диағылар да диез да ойхазлухлар бол уез. Много моментов, которые не украшают, конечно же. Ну да ладно, сейчас люди подумают, что сейчас речь не об этом, не о Тамаеве. Я говорю, с первого дня, когда он эту акцию провел в городе, я сказал свое недовольство по этому поводу. Что это не наши адаты и не наши традиции. Такого делать нельзя. Это неправильно. Вот мое мнение. Я не знаю, кто такой Арби Эмиев, честно сказать. Вала, не знаю. Вы не обижайтесь, но я не знаю, кто это такой. Вы рассказываете мне, если бы вы сказали, кто такой Талхи Геля, Шуайб Мулла Центароевский, или Шейх Мансур, или Байсангур, или, я не знаю, Бейбулат Таймиев. Вот если бы вы спросили про них, я бы вам мог сказать. Муслим Гайрибеков. Вот. Я бы мог вам сказать. Башлам, а эти строения, все люди подбирали эти камни или они точили каждый камень? В основном есть, которые точили. Каждая, которая там и точили, и выбирали, подгоняли, это вы просто не представляете. Вот я дальше просто не хочу забегать вам вперед. Там есть такие большие валуны, я даже не представляю, каким образом они оказались. Самое интересное, что порода вот земли, которая там находится, она
Она не каменистая. Я не знаю, откуда они принесли такие огромные волны. И как они там оказались. Валикум ассалам. Аллахи, я честно сказать, я понятия не имею, откуда они принесли вот эти огромные валуны. Даже по сегодняшним меркам. Ну, я вам показывал, когда был в Галанчоже. Я не знаю, Апавос, я Сунцахаунас. Не знаю, але дальше можешь не рассказывать. Я не знаю, кто это такой. Я вот эти битвы за хайп, майп, я такими вещами не занимаюсь в жире. Я прошу вас прощения, но мое направление не мордобойня, не кто там сильнее, там сотрясение. Мое направление единство моего народа, нашей Родины. Это мое направление. Задавай вопрос, никаких проблем. Вот. Что касается вот этих валунов и камней, которые были, ну вот честно вам скажу, даже вот когда я ездил на открытие мечети в Галай Махкуанчхайна, там тоже вот эти старые руины, это просто-напросто, э, ты еще не все увидел, там такие стройки, диву дивишься. Ну, я не везде успел. Вы не забывайте, что я пытался и так захватить. Ну, увидите дальше там. Еще осталось, может быть 6-7 видео, которые я успел захватить. Вот. Но я думаю, что не останавливаться. Альхамдулиллах, альхамдулиллах. Все потихоньку все строится, возрождается. Я реально безмерно счастлив. Конечно, были моменты, когда было обидно. Это когда мы поднимались в горы, в Ламяхе, где пошли дожди. Вот некоторые моменты, вот там, где чуть-чуть дорога была размыта, там обвалы небольшие. Вот этот момент, потому что огромные деньги тратятся, миллиарды, миллиарды, экскаваторы, не экскаваторы. Вы просто не представляете, какой огромный кластер работы там сделал. За эти 3-4 года я просто не представлял себе даже. Это просто не передать, какой массив работы там сделал. Есть информация о том, что Сталин побывал в экспедиции, выдвинувшей из Тифлиса во главе с Блюменбахом в 1898 году. Что такое? Не знаю. Армелутиеш, Бяхмамилаш. Не знаю, кто ты. Короче, этот абонент оставил вам сообщение. Да нет у меня никакого сообщения. Так, есть информация, что побывал из Тифлиса во главе с Блюменбахом в 1898 году. Они Алерой, известно что-нибудь об этом по поводу? С Блюменбахом, что Сталин посетил Алерой, честно сказать, ничего подобного я не слышал. Аллахи, это что-то из области фантастич, честно сказать. Я знаю Блюменбаха. О том, что Сталин был с ним знаком или участвовал в экспедиции, ничего подобного я не слышал. Не знаю, где ты взял эту информацию. Если найдешь, скинь мне, я обязательно поинтересуюсь. Историю Лезгин. Историю Лезгин, конечно же, коротко, если сказать. Лезгины – самый важный момент. Лезгины – первые, кто принял, алейкум ассалам, кто принял ислам. Это однозначно. Вот. Лезгины – очень древний и автохтонный народ. Указывается в многих документах. Потомки
без сомнения, потомки Албанского царства, Великого Албанского царства, не пришлые народы. Честно сказать, Нохчи народ никогда не получал подлости от лезгин, то есть никогда они не предавали. Всегда были хорошие взаимоотношения с нами. Вот, многие, в том числе шейх Мансур, Бейбулат Таймиев, говорят, что даже Ташу Хаджи за знаниями исламскими а, ездили в учиться в Лезгистан, вот, ну, если в кавычках так сказать. Вот. Ну, что касается Леги, Лезгины, я понимаю, что многим не нравится, но они намного старше, чем многие другие народы, которые хотят. Бяхну. Да, да, ездил. Вот. Муслимик дату, если бы делался, дату. Ага, давай. Бяхну билаш. Сейчас. Что сегодня за день такой дебильный? Астафирулlah, астафирулlah. Так. Собр делаешь. Пяхку мобила сейчас я буквально на минуту. Алло, Муслим. Теги пожарныш бяхкин, утечка газа хлебош, он моду тебя дuyucu. Et üta dudo şey da tuyak telefon hayet el hayet marusik. Çavuyo. Şu denek tuyak. تقدعتو دو حاجان تيجي حول تا اردول ديش تو ده حاج. ها وما ده нормально дуба муслим может тига чё. Хаят чё. Давай, мой. Родственники позвонили где-то, говорят, утечка газа, кто-то телефон не берет, посмотреть, позвонить. И в пожарной тоже я работаю, походу. Ладно, давайте быстро ответим на ваши вопросы. Где я остановился? Лезгины. Вот. Что касается карт и упоминания лезгинов, общее название лезгинов, потомки леков и являются лезгины в основном. Хотя есть там, ну, я не хочу влазить в вашу внутреннюю. Да. Дакаят муслимик, дакаят, датуях, алла. Та, ума дольчих терем датига. Это суери, дату шкала муслимик, дату алан через WhatsApp. Мекстухет, дересхл. Давай. Короче, влазить в ваши внутренние, как говорится, дела я не хочу, но
Могу сказать, что один из чистейших, достойных народов Кавказа, автохтонный народ — это лезгины. В Кавказской войне они очень часто упоминаются, некоторые недовольные. Есть тоже, почему якобы я всегда говорю лезгины и так далее и тому подобное. Вот. Ассаламу алейкум, башлам. Хайбах — это тейп или село? Село. Хайбах — это село. Хайбах тейпа я не слышал такого. По крайней мере, я не слышал. Местность. Дальше. Вы задавайте активно вопросы. ДРС Хил, я попытаюсь ответить на Расул. Расул, кажется, написал, что рад. Что с Инстаграмом? Не знаю, что-то сегодня со связью у всех байда какая-то. Поэтому я зашел туда. Вообще мало вопросов было. Люди были очень пассивные. Ариец, Соболева. Ариец задал вопрос. Я очень интересно все это. Главное, в таких неудобных и недоступных местах строили эти башни. Как же они строили их высоту? Или тогда леса тоже были? Нет, леса не были, конечно же. Не всякого сомнения. Технологию, конечно, нам еще нужно посмотреть, поискать. Но мы знаем, да, что строили на утесах, чтобы доступа не было. Обычно боевые башни строили там, чтобы не окружили эти башенные комплексы. Самое интересное отличие наших комплексов. Знаете, некоторые люди, которые утверждают особенно, что строили там они, и что они якобы идентичны с ихними башнями. Ну, честно сказать, их башни находятся немножко иной плоскости. Никаких обрывистых местах. Там они вот самые, то, что они называют самыми крутыми. Я не считаю вовнушки там. На ровном месте, доступном. Наши башни, которые в Итум-Калинском районе, в Шаройском районе, вот в Галанчожском районе, они на утесах, и они такие очень непростых местах построены. Шатойская, Нихолойская башня — это вот прямо шедеврально. Вот шедевральные постройки, башенные комплексы просто реально хорошие. Почему разделяют акинцев на горных и равнинных? Это на другие тейпы не распространяется. Ну, потому что, ну, есть проблема. Лам Акинцы — это горные Акинцы, часть Нохчи народа, вне всякого сомнения. А другая часть, а, допустим, ауховцы, они туда, вот ауховцы, равнинные акинцы, всего лишь, кажется, 9 или 10 тейпов. А в Аухе находится где-то 45 или 46, кажется, тейпов в Ауховском районе, в Аухе. Вот. А те спустились с гор, эти на плоскостной территории, те на горной. Никакой разницы нету. Одни корни, одни предки. Кто-то чуть раньше спустился там, 500 лет, 1000 лет раньше спустился с гор, потому что места было мало. Потихоньку, то есть, и осели там, где были плодородные, свободные земли, ни больше, ни меньше. Никто не разделяет, это глупость. Это то же самое, что есть некоторые имбецилы, которые указывают и говорят, что мы Ламрой, а есть там те, которые живут Ламрой или Ламанхуай, которые живут на плоскости. Вот они не горцы, а мы горцы. Или они кистинцы, мы не кистинцы. Ну что за ерунда, что вы несете такое? Кистинцы, дзурдзуки, ну, возьмите все. Нету ни одного тейпа плоскостного, я еще раз вам объясняю. Все эти тейпы произошли, вышли вот с Аргунского ущелья, вышли с Галанчежа, вот оттуда вышли. Я не знаю, ну, блин, и столько людей, столько ты пытаешься им объяснить.
Ну, не понимают, что ли. Ихние башни я слышал как-то новые, известно ли сколько. Я не знаю, честно сказать. Я не хочу их ничего обсуждать, только наши. Давайте. Валикум ассалам. Нарницы, алязин, самон, никки, Башлам Ношха — это то место, где собрались чеченцы, когда было нашествие монголов. Нашествие, да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Башлам низ, ахдал сиду. Я вам еще раз говорю. Акинцы, горные лам акинцы. Или просто здесь он Тухум. В Тухуме находятся разные тейпы, которые не относятся даже к акинцам. Поэтому эти плоскостные, те горные. Есть Тухум Аки, Акинский, потому что первым считается, что они спустились. А есть тейп Лам Аки. Вот. Ни больше, ни меньше. Это как дышни, которые есть и тумкалинские дышни, и есть веденские дышни. Хотя один корень, все, ну, эти восточные, эти более западные. Ассаламу алейкум. Я, например, не верю, что там на Западе строили Бау без нашего вмешательства. Это точно так же, как они Истон производили. Ну да, про Истон, конечно, сразу стало ясно, что кто не делал Истанги, есть указано ученые об этом. Что касается строили или не строили, я, честно сказать, их башнями я не увлекаюсь. Я только нашими башнями. Вот. Наши — это вот, да, территории, которые ныне называются Галанчевский район, Серноводский район, назовите. И я был там, я видел это все. Я вам скажу, это плоть от плоти. Это вот просто-напросто сердце нашего народа, как и любой другой тайп. Башлам. Чинхуай не хотят быть ламрой. Все ламрой есть на равнине на востоке. На равнине на востоке. Не понял я этого вопроса, равнинец. Чинхуай не хотят быть ламрой. Нет, хотят, не хотят, это... Нет, вы поймите, что подразумевает под собой ламрой? Ламанхуай, ламрой. Это люди, жители гор, горцы. А горцы все мы произошли из гор, вышли из гор. Башлам, у всех тейпов были у нас башни. Да, были башни, были горы, у всех, без исключения. Просто в то время тейпов было не так много. То есть горы, нека не поделились еще. Башлам, к тому, что на тебя накинулись за то, что ты назвал осетин братьями, скажу так. В 87 году у нас дома в гостях был, не побоюсь сказать, великий Махмуд Эсимбаев. И к друг другу они обращались, брат. Я еще раз говорю, для меня, я же указал, четко указал, я говорю, брат, всем тем людям, кто уважительно относится к моему народу. Я его называю брат. Ну, вот такие вот мы наивные нахчи. Тут не имеется в виду единокровный там и так далее и тому подобное. Но там не только это. Опять же, среди осетин есть мусульмане, они и братья по вере. Вот. Если есть какой-то возник проблем, ну посмотрите, кто бы что ни говорил. Хабиб, допустим, Нурмагомедов, он мне брат. Почему, я вам объясню? Потому что Хабиб и его отец, его дядя, по его же рассказу, когда вернулись нохчи с депортацией, они освободили дома тех нохчи, которые они заняли и ушли. По исламу, по всем канонам я не могу быть против Хабиба. Мне не дозволительно ничего, не оскорблять его, не унижать его, не говорить, что он не прав. Хабиб достойный сын своего народа. Я не знаю, какой бы он национальности не был. Но он освободил дома и своих братьев, мусульман, и соседей, и все остальное. Это достойный пример для всех остальных. Он сделал это. Тут сейчас речь не о том, что я не говорю о его спортивной карьере, не об этом речь. Но он поступил достойно. Он хонах, у себя хонах. Брат ли он мне? Да, он и мусульманин брат, и мой сосед с Дагестана. Все. А остальные, кто там с ненавистью, там красный горшок и ему подобные, которые пытаются разбить, разделить, рассказывают сказки, там нарисовали карты,
Там всю правую приток Аргуна разделили на какого-то там Нуца, Мукала, Хабукалва, на сюлинских каких-то, блин, названий. Я после этого должен называть братом, зная, что он рассказывает, блин, сказки и не более. Да зачем он мне сдался? Историк Еснакаев Арби недавно сделал новое открытие, что кулары — это монгольское слово и обозначает рабы. И там держали пленных монголов. И так как их притесняли на равнине, им разрешили поселиться в Джейрахе. Ну, честно сказать, я не знаю. Еснакаева Арби, как он это доказал, я не могу сказать. Цитата Руслана Арсунукаевич. Инхой тоже гордый ламрой, как и все ночи. Чин, Духдаш. Чинхуай — это всего лишь тейп. Ногчи тейп. Никакой разницы нету. Чинхуай, чэнты — это часть ногчи народа. Коренной, чисто ногчи тейп. Руслан Арсунакаев, Саяча, это мы и так знаем. Чистый цен ногчи бу, чинхуай бу, чэнты бу. Тумсуай, зумсуай, мулкуай, варандуай, ваштруай. Пхамтуай, хаккуай, сэттуай, гаттуай. Какая разница? Перечислять и дальше вам эти тейпы? Ну, нет у нас ни Войдоч, тейп, ни штат. И даже если пришли поселенные во времена, там, Мухаджиром он назвали, не знаю, или подселил их в свое время Шамиль, все знают, кто чей потомок знает, кто когда пришел знает. Все это знают. И никогда ногче этого не забудут. Кем бы, кому бы не приписались, Гучмадоля, пич Гучмабол. Поэтому, я не знаю, выбирайте каждый, пускай выбирает свое. Вот. Я очень прошу вас, мои подписчики, вы же все, многие знаете эту информацию. Залазят, пишут эти там нарнийцы комментарии. Читайте, посмотрите. А их всего двое, трое, они сидят друг другу, пишут гадости, матерятся, опять даже здесь матерятся и лайкают комментарии друг другу. Если следовать логике некоторых индивидуумов, то я тоже должен кричать: "Я не нохчу, я Аваштру". Так я же еще раз вам говорю, я уже, я не знаю, там уже половина начинает рассказывать о каких-то мифических там 40 аварских там 10 кумыкских. Да нету столько тейпов среди чеченцев. И народные тейпы, которые названы, которым позволили здесь поселиться со времен имама Шамиля, со времен шейха Мансура. Их всех вместе 19-20 их написано. Все вместе взятые. И они очень маленькие, это ни один из этих тейпов, нету ни одного большого тейпа. Вы поймите это. Их не так уж и много. Вот. Но что касается, да, они граждане нашей Родины, Чеченской Республики. Являются ли они ногчи? Ну, тут это немножко проблемный вопрос. Кому как. По всему этикету, Цадахрой тоже не все так гладко. Цадахрой не являются даргинцами. Есть Цадахрой, которые показывают чисто грузинские корни. Есть такие. Не все признают. Это тоже неправда. Судахарцы не все. Действительно, кулар означает рабы. Я еще раз говорю, что касается рабы, не рабы, я не могу сказать однозначно. Я вот не читал его материал, не читал всего. Врать не буду. Если вы мне в директ или в WhatsApp скинете материал его, книгу, я поищу,
посмотрю и обязательно отвечу вам по этому поводу, что думаю, есть ли научное обоснование или нет. Врать я не буду. Сегодня убеждать, что там это, там поселились. Башлам, да хоть Так я прочел, Валила, действительно, кулар означает рабы от слова. Я знаю, вот асхугба мубах. Рабы это слово сохранилось в тюркском, киргизском, узбекском языке. Расул, мне не надо читать все, я уже прочитал его. Третий раз есть тихасюк. Обязательно нужно вслух это все прочитать. Ну, должна быть какая-то политкорректность, должна что-то быть, ну, всех малаш я прочитал. Если ты мне отправил, я все читаю. Я же вот сейчас нажимаю, смотрю. Я не пропускаю ни один ваш вопрос. Специально зашел ответить на ваши вопросы. По последним видео, по-другому. Задавайте вопросы. Я же специально с вами здесь сижу. Если хотите, чисто по нашей истории, я же прошу. Я не прошу спрашивать про соседей. Да, Абзой это Адыгс Китай. Правильно, абсолютно верно. Абсолютно верно. Ну, многие они получили во время Кавказской войны, вот небольшую часть Западного Кавказа, это наши близкородственные, адыгский народ. Это не только вот здесь мы граничили с ними, а у нас граница была только с адыгами, чтобы вы знали. Но Чечня, вот Чечня граничила только с адыгами. Чтобы вы знали, адыги это кабардинцы, это черкесы, это адыги. Просто адыге это самоназвание. Это как Нохчи. Но туда входит 13 обществ. 13. Видели на мне футболка? 13 звездочек и 3 стрелы. Это флаг их самого первого дня. Вот этот флаг они сохранили за собой. Так вот, адыгский народ в Адыге входит 13 обществ. И все они адыге. И ни одни, ни кабардинцы, ни остальные там, кто бы там ни был, Убых и Шапсуги, все остальные. Если вы спросите, вы адыге, они скажут, да. Не как некоторые наши тейпы пытаются максимально разделить. Если бы там сказали, не, мы кабардинцы отдельно, мы никогда не адыгейцы. Но это же глупость, это тупость. Все знают, что и кабардинцы, и остальные, все они адыге. Вместе они были, есть и остаются. Единый народ. Точно так же единый нож. Вот мы граничили только с адыгейцами. Это как тухумы у нас или по языковой культуре. Нет, язык у них был один. И это раз. Во-вторых, диалекты вполне возможно у них были. А что касается другого, как тухумы, больше я бы сказал, как тейпы, правильно буду сказать, как тейпы. Это времена, когда чечены противостояли калмыкам. Они вместе с Халха пришли на Кавказ в 16-17. Расул, скинь мне ссылку, я почитаю, я тебе скажу, насколько это достоверно или нет. Не нужно здесь писать об этом, там, в принципе. Насчет Халха я читал, этот факт подтверждается, что касается Халха. Но остальное я не знаю, я такого не видел, не читал, врать не буду. Честно сказать, я о соседней истории вообще пытаюсь не читать. Вообще только о своей истории, своя история. Опять же, горное исследование, Галанчорский район, это наша родина. И Ваймахбой. Это Нохчичу. Был, есть и будет всегда. Вот еще до образования каких-то округов и остального. Вот. И я, опять же, не трогаю никого соседей. Но я уверенно могу сказать, что есть моменты в истории. Почему-то в Дагестане принижают лезгинскую историю. К чему бы это? Ну, не знаю. Всегда не любят тех, кто более древнее, более больше имеет право на многие вещи. Такова жизнь.
Садулла Гехенский, Башлам Галам, Чават, Чуау. Я дома. Как видите, Чуауса. На дому я. Лезгином никаких претензий быть не может. Садула продуктивный, отличный. Видео еще не все загрузил, еще загружу, надеюсь, вам понравится. Да, я надеюсь, что вам понравилось. Многие говорят, что нравится, но есть и, как всегда, скептики. Deutschland. Да, абсолютно. ДРС Хилс, Абдулла. Так и есть. Эта камера не передаст, если самому не поехать туда. Это реально очень красиво. Вот там все восстанавливают, все возрождают. Да, вот именно возрождают. Если еще дорогу заасфальтируют, это вообще круто будет. Там уже начали вовсю восстанавливать свои родовые, частные, имеется в виду, вот дома. Ну, не хочу забегать вперед, вы посмотрите видео. Башлам, я и написал, чтобы тебя просто ознакомить, и все. Расул, я понял, ДРС Хилл, ознакомить, это хорошо, но скинь мне это, хорошо? Очень важно это. Ассаламу алейкум, брат. Очень интересные материалы были в Галанчоже. Будем ждать остальное. Раб Аллаха, ДРС Хилл, даму. А какой тайп жил в Хайбахе? Нашхуай. Нашхуай жили. Но это в зависимости от времени. Смотря в какое время. Во времена Тамерлана жили все нахчмахкоевские тайпы там. Так, Башлам, у мухаджиров другой антропологический тип или он кавказианский Баркал? Другой кавказианский тип, так скажем. Но есть коренные, есть не коренные. Понимаешь? Антропологический тип – это негроидное, монголоидное и кавказианское. Ну, европеоидное называют его, в России начали называть. Вот 3 расы, которые есть. Ну, сейчас, конечно, начали придумывать там новое, какое-то тихоокеанское, что ли. Там насчет австралийцев, вот насчет них. Но вообще, в самом начале 3 типов антропологические типы были. Это негроидное, монголоидное и кавказианское. Башлам, еще что-то интересно написал бы, только прочти до конца. Я не... Если ты хочешь, чтобы я зачитывал его вслух, это одно дело. Но я начал читать, я быстро читаю, понимаешь? Я поэтому начало прочел, до конца не зачитываю. Но это не обозначает, что я его не прочел. Ну, в Ютубе, видите, хорошее. Интересно, сколько здесь норнейцев сидят? Задавайте, почему вы думаете, я вас блокировать не буду, задавайте вопросы, просто не материтесь, задавайте вопросы. Любой человек имеет право задавать там вопросы. Я же вижу, там некоторые там генерал стратегического назначения к нему заходят, ногчи задают вопросы, ничего не стесняются. Башлам, а как можно прокомментировать эти человеческие останки с большими костями в пещерах Чечни? Я у Масаева на канале видел. Ну, Нарнич, Мюшму. Ну, ты новенький, походу, не знаешь, кто такие норнийцы. Норнийцы – это сказочники, которые рассочиняют и воруют все чужое. Ладно. А что я хотел сказать? Что касается костей, ну, я могу это объяснить только одним способом.
Мы много слышали, что в более раннем периоде мы были, мы, имеется в виду те, кто проживал, были более высокими, нарчсандианы, что ж, более устойчивые, там, большим телосложением. Чем дальше время, чем ближе к этому времени человек начал все меньше и меньше становиться. Только так можем. Мы были здоровыми, огромными телами, поэтому как раз таки и называли Нерч Сандом. В то время обозначало, я вам рассказывал, как и по полевому материалу моя бабушка, которая является тайпом Памту, она рассказывала, а, моя родная бабушка, которая по отцовской линии, которая была из тайпа Черму, она рассказывала, что и Тумкали, в Шатой, в Галанчорском районе, в Шаройском районе, вот, были высокими. И вот моя бабушка, она не моя бабушка, это бабушка моего дедушки. Она почти что под 2 метра ростом была. Шикарой была она, из тейпа Шикарой. Ну, то есть здоровые такими телосложениями были. Только так можно обосновать, и никак иначе. Среди наших соседей только род Баркинхоевы утверждают и говорят о своем родстве с монголами. Они пишут, что их предок Беркин был из Чечни, с Кулары, то есть там, где держали пленных монголов. Не знаю, честно сказать. Говорят они, не говорят, я даже этого не знаю, честно. Сунцахау. Гвардия, Норницы, Башлам. Под сколько метров они могли быть? Вот этого я не знаю. Обычно говорили под 2 метра. 2, 2, 20. Ну, мы же знаем, Ахтаев наш тоже баскетболист, Шатойский он вроде бы, да? Тоже вот, можно сказать, вот такие, как Ахтаев, наш знаменитый баскетболист, он сколько там был, 2,18 или 2,30 был? Вот примерно вот такого роста. Огромными считали, что дак и дома, что ж. Ну, моя бабушка под 2 метра была. Это мать моего дедушки. Шаройская, из тейпа Шихарай. Звали ее Базука. Вот. На старости лет, конечно же, знаем, да, тело начинает вот ваш тарарвар 2,36. Ну, вот видишь, ваш тарархалом 2,36. Так, Бехма Виллаж. А что сказать про дзурдзуков? Дзурдзука это то же самое Нохчи. Нормально там все? Ага. А, ага. Ай, бабик, телефон твой, так, я объяснить тебе. Ali, kuoš hādēļ проветрить iešai cigā, one салет. Дигду, дигду. Давай. Надо мне еще пожарником устроиться. Ладно. Башлам. Так, сейчас. Можешь сказать про дзурдзуков? Жалбек 2. Послушайте, дзурдзуки. Мы знаем, что название дзурдзуки нам дали грузины. Дзурдзуками являются все тайпы, которые проживали, начиная от Галанчорского района, заканчивая
Чеберлоевским районом, горной части. Об этом есть четко указывают грузинские ученые. Название Дзурзуки более древнее, Дзурзукети. Относятся к ним в основном Нохчи, но некоторые ученые говорят, что и Голгы тоже относятся к ним. Первое название Дзурзуки было, потом уже Дурдзуки, Дзурдзуки, потом уже появилось название Кистетия, Кистебия, Кистетия. Это тоже грузинское название того же нашей горной части нашей родины. Не забывайте, плоскостная территория, горная территория, немножко вот как-то по-разному. Вот, что можно вам еще рассказать про дзурдзуков? Материала про дзурдзуков у меня на канале в Инстаграм очень много. Скоро я еще опубликую, и карты опубликую, и материал опубликую. Не пропускайте, лайкайте, пишите. Обязательно увидите очень много. Жалбек, там найдете все. У них да, называется оздык, что старомонгольского сегодняшнего казахского языка переводится как лучший, великолепный, превосходный. Ну, вот я не знаю, Расул, ты прямо увлекаешься тюркским языком. Я, честно сказать, хоть и жил среди них, но сейчас уже много не помню. Але соцсеть Башлам, когда узнал, что укладку камней они производили без цемента, как им удавалось это не, не посыпаться? Садула, там настолько сильные мастера. Ты не представляешь, толщина этих башен достигала нижние этажи 1 метр. Ширина стены 1 метр. С учетом того, что все эти блоки не являются единым целым. Чтобы ты понимал, это разные кусками. На 3 части поделено. Спасибо не за что. На 3 части поделено. То есть наружные, внутренние и центральные, когда ты смотришь. Очень. И плюс это 3-4 этажа жилые и 5 почти что этажные боевые. Вот последний, который я закинул, Анзори, Абарг Анзори, Бау. И вот эти места, откуда для выстрела, все это настолько четко, грамотно было сделано, ты просто диву даешься. Ну, когда мне начинают норнийцы рассказывать якобы, что это они строили, возникает вопрос, а зачем вы строили их, если вы никогда фактически ни с кем не воевали? Здесь бойницы, здесь отстреливаться, воевать. Для чего-то они были сделаны. Это не как там, это чтобы было понятно, это не для стрелы, там лучник оттуда стрелять не смог бы. Это специально для оружия. По крайней мере, если есть бойницы, автоматически вы должны понимать, когда появилось оружие, с какого века появилось оружие здесь, 16-17 века. А много вы можете показать своих табашен, где есть эти бойницы. Покажите тогда. Я не знаю. Я не знаю, про какие понты вы говорите, что там понты, не понты. Я этого не знаю. Это были, это были такие же умельцы и мастера, так и те, которые строили средневековые замки в Европе. Тут я согласен. Тут я согласен. Что касается, э, что они были мастерами, это однозначно. Ну, честно вам скажу, валлахи, я не вру, посмотрите, абсолютно разные башни. Да, внешне они смахивают друг на друга, похожи, но они разные. Вообще разные. Эти башенные комплексы абсолютно разные. Наши, наши башни, они одинаковые. Единственная разница немножко в камне. А вот с ихними это вообще по фотографиям вообще не совпадает. Я видел видеоматериал, там реставрационные работы Гуцериева, кажется, башни, как они его восстанавливают. Они показывали какой-то цемент, там, как они делают с известью, короче, по древней технологии, там, с какой-то пылью, там, смешивают специально раствор. Я смотрел вот его,
Но, честно сказать, никаких обточенных камней, ничего подобного нет. Я даже не знаю, вот единственные петроглифы, которые могут они поставить, наверное, могут только на арочных камнях, вот, если у них есть. Но петроглифы, я говорю вам, на одной башне, на одной, не боевой, а именно на одной башне жилой я нашел 9 петроглифов. На одной башне 9 петроглифов. Причем эта башня, она не разрушена, она стоит. Это просто реально круто. И я бы не сказал, что эта башня примерно 13-го, хотя султан говорит, возможно, 14-го, возможно, 15-го. Я бы сказал, что она где-то приблизительно, может быть, 16 века. Я могу ошибаться, не такой профессионал, как султан. Но петроглифы-то древние, очень древние. Садула, возможно ли, не дадут их восстанавливать в первозданном. Есть работа, государственная программа, которая некоторые консервируют, некоторые восстанавливаются. Нельзя их всех трогать. То есть их нужно оставить в первозданном. Я не знаю, если кто-то остался из потомков Абрека Анзора, он имеет право восстанавливать. Он будет восстанавливать, если у него есть деньги. Это можно сделать, но они такие красивые. От новоделов они очень сильно отличаются. Вы просто не представляете, какие они красавицы. Вот старые башни, которые не тронуты, которые не восстановлены, они очень красивые. Каждый камень, вот эти засовы, как для дверей, все вот просто-напросто, настолько идеально. Я бы, конечно, с радостью хотел бы, чтобы их восстановили. Да, в Нашхе сейчас очень много восстановительных работ в Галанчурском районе. Очень много. В Лом-Акинской местности я не видел восстановительных работ много, вот кроме построенной мечети. Но дальше, что касается дальше, здесь очень много идут работы, которые на территории уже ближе к нам, в Нашхе, там, Галаймах, вот в этой области уже все ближе, которые уже ближе к нашим, вот, к Руашничу, в этой местности очень сильно восстанавливают. И это, конечно, радует. Это идет с самого востока. Петроглифы есть у них там, помимо которых они нарисовали. Петроглифы есть у них там, мимо которых... Я не знаю, что у них есть там. Я видел то, что... Башлам. А петроглифы что обозначают? Какие-то символы? Да, символы, мастер, работу мастера. Вот такие вещи показывают. Арочные камни они могли и вставить туда. Я не знаю, ариец, я не буду врать. Сайнцаугца, башлам. По генеалогии конструкции Старостина не совпадает с генеалогией странно. Он был лингвист. Старостин был лингвист, и честно вам скажу, Старостина не сильно любят наши, особенно ученые, говорят, что он предвзято относился именно к нашему народу очень сильно. Не знаю, почему, может быть так. Но Старостин лингвист, конечно же. Кстати, это работы Старостина и Туземцева, кажется, они утверждали, они не говорят, что урартийцы или хуриты, что они являются Нохчи и Гала. Они говорят, что они близко родственные народы. Даже в этом случае они хотят, чтобы мы были одним народом. Получается, в наше время нет таких умельцев, которые могут в точь-точь такие построить. Я слышал, что есть в Грузии. Но я разговаривал в то время с министром культуры а, Хошбау Даевым. Он занимался реконструкцией тех, которые, вы знаете, Хайбовскую башню восстанавливали. А, Чей герой соскосался? Соскосался герой чеченского народа. Кто знает про Тейп Чунгру? Я знаю про Тейп Чунгру. Является чисто исконно Нохчи Тейпом носители гаплогруппы L3. Самые близкие к чунгроевцам являются Чунгруя, Харачуай, Чермуай. Они все вот из одной.
Вот, точь-в-точь, который в Грузии, вот я разговаривал, он говорил, что есть якобы грузинские мастера, но найти где-либо, кроме того, что они есть, они так и не смогли. Если они в Хисурете, если они в Тушете, я не знаю. Вот, или, может, тут свой найти. Разговоры были, но мастеров не нашли. Мастера сегодня, которые есть, это мастера по обработке камня, это кинхийские мастера. Они умеют обрабатывать камень очень хорошо. Мастера, которые строят башни, есть и у нас. Но будут ли они полностью делать это, как делали раньше, это уже под вопросом. Пошла, а как оцениваешь башни и склепы в Мержоице и Чахмушхой? Заметил, что они густонаселенные лесами. Да, абсолютно верно. Ну, а честно сказать, Мушхой, как и все наши башни, очень густонаселенные. Правда, над ними нужно работу проводить, имеется в виду вырубать там, оголять где-то. Но они выглядели, честно сказать, более свежими. То есть на них сохранились, на некоторых сохранились и известь, они вот немножко вот такого вот камни, не все, конечно, но камни тоже обработаны, и они тоже такие же, как и все чеченские башни, которые в очень труднодоступных местах построены. То есть ни на земле, недоступны там. Фотографию, когда ты делаешь, уже видно, да, некоторые, которые ты можешь где угодно подойти, обойти, сфотографировать, а вот такие же башни на утесах, как и все остальные Нохчи башни. Так что они ближе. Ну, они всегда были там, где они есть. Это наша территория была до 2009 года. Они записаны, числятся за нами, как и Эккой, то же самое наше. Дальше. Есть такие башни или склепы, не такие высокие, которые на вид как будто бы побелили их. Это что за строение башла? Это для ритуального захоронения. Склепы это. Это склепы. Это склепы ваша. Мелордой входит? Нет, не входит ни в какой тукум. Мелордой не входит в тукум. Ладно, еще осталось 13 минут, и мы после этого закончим. Вы извините, друзья, но, к сожалению, мои финансовые возможности не такие большие, поэтому с учетом того, что уже вполне возможно, мне надо до пятницы еще как-то постараться, чтобы взять нам хороший трафик и сделать эфир. Вот. Ну вот видите, уже так. Так, что значит? Башлан, так. Кто знает историка Асламбека? Не знаю такого историка, как Асламбека. Меня удивляет кладка камней на Нахчийских башнях, словно они просто лежат друг на друге, а за счет этого держатся. Но не забывай IC01. Ты представляешь, Нахчийские башни, с учетом того, что они старше, раз, во-вторых, они прошли Кавказскую войну, они прошли революцию, то есть война когда была, они прошли депортацию, они прошли две последние чеченские войны. Плюс я тебе уже не говорю о катаклизмах, то есть землетрясениях, которые были. И все они прожили, просуществовали. Не забывайте, что в горной части у нас были боевые действия. Это не как у некоторых все нормально было. У нас всегда были войны в горной части, в основе своей. Вот, ну,
как говорится. И несмотря на это, они выдержали. Что значит не входит в тукум? Это какие-то молодые тейпы или как? Это не молодые тейпы, это один тейп, который не входит в тукум. Я не знаю, по крайней мере, в тукум, в который он входит. Башлам, я слышал, что туда где-то склепы поднимались люди, заболевшие во время чумы, черная смерть вроде называл. Да, это есть, этот рассказ я слышал. Во время бубонной чумы говорили, что приносили людей, которые заразились, приносили в эти склепы. И если он там определенный срок выживал, он возвращался в общество, чтобы не заразить никого. Ему приносили в определенное место еду, уложили. Если он оставался живым через определенный срок, ну, в то время были хорошие лекари, которые они знали. Если выживал, он возвращался. Если нет, чтобы не заразить никого чумой, там и оставался, как говорится. Есть такие рассказы. Невооруженным глазом видно, что они древнее, согласен с тобой. Ассаламу алейкум, башлам, алейкум ассалам. Саттуай цха замку. Саттуай замковый комплекс. У Саттуай есть башенный комплекс, пятиэтажный. Башня есть боевая. Саттуай муахка. Саттуай пхамтуай цани ложбу. Но пхамтуевцы, походу, сейчас свою нашли свою основу. Пхамтуай будут свою строить. А так, у Саттуай есть своя боевая башня. У меня на канале, я ее подснял. Вы можете спустить где-то 1000 постов ниже и найдете обязательно. Саттоевская башня есть. Саттой исконно чисто Нохчи-Тейп Шатойского района. И у них есть своя башня. Боевая башня. Памтуай в прошлом году, кажется, нашли свою башню. Раскопки были в Памятое. Султан наш археолог как раз занимался этим. Так что... Башлам, в Майстое тоже хорошо сохранились исторически. Да, Майстое, она на границе фактически с Грузией. Так. Он по нации чеченец. Асланбек, у него канал. Посмотрите название канала «Клуб российский язык». Он не историк. Я знаю Асланбека, если ты об этом. Он не историк. Можно его назвать исследователем, но он не историк. Башлам, что скажешь насчет ролика, где показывают на атласе книгу «Территория Чечни до Каспия»? Скажу, что это, да, правда. Но не до Дербента, конечно, а то, что выход был у чеченцев на Каспийское море, полностью подтверждаю. Междуречье Терека Сулака до Каспия проживали чеченцы. У Ваштруа есть башня, не знаешь, есть. У Ваштруа есть башня, очень высокая, не знаю, то ли 7 этажей, кажется. У Ваштруа есть, но она не как историческая башня, а более восстановили ее как современная, 10-этажная, кажется, или 10, или сколько там этажей было. Ваш строй. Ваш Андрой, ваш строй. Пхамтуай аланш бари башлам через ущелье. Пхамтуай нохчибук. Саттуай, пхамтуай, хаккуай. Все они нохчи. А нохчи является частью Аланского царства, поэтому сюда царщи куятся. Алхамдулиллах. Вот так вот. Осталось 7 минут. Но сегодня в Ютубе задают нормально вопросы. 7 минут после мы завершим уже. Поддержите канал лайками и так далее, подпиской. Это обязательно. Лайкать. Лайки поставьте обязательно. Все, кто не поставит лайки, будем знать, что это нордейцы. В данный момент я вот смотрю 31 нохчуэй и плюс там 14 нордейцев, которые не поставили лайк. Вот, потому что наши в любом случае бы поставили, ногчи поставят лайк.
А норнийцы со своей нелюбовью не поставят, поэтому такая ситуация. Вот. Вот можно узнать спокойно, автоматически, как можно поставить лайк. Кто ставит лайк, это вот этот пальчик, который вверх, нажимаешь на него и все. Тот, кто в Ютубе. А гаплогруппу не назовешь, какой ваш L3? Можешь сказать про кистинцев. Я же сказал про кистинцев. Я сказал про кистинцев все. Кистинцы те же самые ногчи, есть ближние, дальние кисты. Ближние кисты относятся к ингушам, дальние кисты относятся к ногчи. Дальних кистов было 18 тысяч, ближних кистов было 1300, кажется, если не ошибаюсь. Пошла у индейцев какая гаплогруппа? Но в север, вот индейцы, если ты имеешь в виду, у них, я смотрел Q. У них Q очень много, вот остальные я даже не интересовался, честно. Я просто смотрел на Q, и вот гаплогруппа Q оказалась у них. Ой, нахуй. Да не так нужно ставить лайки. Видите, вот здесь 36 написано. Палец такой. Там вот так стоит. У меня на экране показывает. Не знаю, как у вас. Вот его нужно назвать. Нажимать. Машлам, почему наша академия официально не разберет Шамуиля и Дудаева? Я думаю, самое время нам знать плюсы и минусы слепого следования за людьми, которых народ не знал. Не знаю. У меня по ТВ имеется в виду. Я не знаю. Я не связан с Академией наук. Их, кто они, что они, их чаяния и мнения известны. Что касается Шамиля, вопрос очень сложный в плане того, что это все-таки разжигание межнациональной розни. Вот что касается исторически, очень много книг написанных, конечно, про него есть у нас. Вот. 4 норнийца и 36 ногчи у нас оказалось. Это что душу. Три минуты до конца эфира нашего. Если у вас есть вопросы, задавайте. Башлам слово той, упхам той, сет той, гад той, норнийцы. Той. Не, ну, какая-то как и хой. Никакой разницы не вижу в этом. Рой, той, хой. Помочь каналу, номер карты. Nightbots, благодарю. То, что напоминаешь, но 2 минуты до конца эфира. И мы с вами простимся. Сегодня было очень приятно. Под 50 человек зашли в эфир. Только часть Чечни была в составе Алани или целиком. Я предполагаю, у меня есть основания считать, что только предгорная часть была в Алании. Вся часть нет, потому что на многих картах, где Алания написано на плоскостной территории, горная часть записана как Дзурдзукетия или Кистетия. Да. Аллах дал я беркетивил ногчуком. Амин. 2 человека, которые пожалели, 3 человека, которые пожалели свой лайк, 37 лайков у нас и 40 человек в эфире. Короче, троим очень жалко пальцем нажать, чтобы лайкнуть наш эфир. Но ничего. Очень продуктивный, интересный эфир пошел, брат. Аллах Эсхаил Масальхал. Ты хорошо все знаешь, брат, по-братски, подпиской, лайк, Ецун. Аланов называли всех, кто жил в Алании.
это же время был Симсир или после Алан? После Алан. После Алан уже. Я 2 раза написал тебе башлам, я не видел Расул. Чего не было, того не было. Ну что ж, уважаемые мои друзья, огромная благодарность. Эти наверное, имеют, как у африканцев, самоботинг и так далее. Огромное спасибо за поддержку, за то, что были сегодня со мной в эфире. Аллах Дайресхил. И брату, который задонатил сегодня. Аллах дал сааду, булдисник, эзашка соудолит, соудолил, дал духу ахуэл, одарна, Дайресхил, хундальча. Только благодаря вашей поддержке мы сегодня можем проводить эфиры, поддержать наш канал. Это, как говорится, дело каждого. У кого есть своя возможность, тот поддерживает, кто нет, то нет. Смотрите наши новые посты, не забывайте лайкать, обязательно лайкайте, смотрите, пишите комментарии, посмотрите, что пишут норнийцы, и вы сможете объяснить им достойным образом, имеется в виду, как нужно. Дайте людям знать, что мы прекрасно знаем свою историю, знаем свою географию, культуру. Массера бюстейкалеул. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.